Деревня Шыгырдан – одно из самых крупных татарских сел в России. Здесь, по данным из домовых книг, насчитывалось 6050 жителей, а по переписи 2020-го стало на 400 меньше. Во время переписи смогли увидеть только 5650 человек. Вот это уже разница 400 тысяч. Это есть люди, которые уехали учиться на заработки в другие регионы. Вот это все это дает такие показатели. За последние годы уже демография тоже начала ухудшаться. Почему в 10-12 годы рождаемость, скажем, по Шыгырданам только было по 100 детей рождалось ежегодно, сейчас только 45. Демографический кризис не мог так существенно повлиять на численность татар, говорит Мендания Якушева. Она сама была переписчиком. Это удивительно. Очень много количество людей, которое убавилось по количеству, вот по статистике. А по моему мнению, это просто причина того, что, вот, например, в городах квартиры закрытые, люди на работе. Но все-таки, например, переписчик с 8 часов до 4 часов работает. А в вечернее время они, мне кажется, не ходили. Я так думаю. Просто не может быть до такой степени убавиться количество людей, количество татар. В Шыгырдане 99% населения записались татарами. Все переписчики доходили до дома, обязательно доходили. Если сегодня их дома нет, они другой день ходили. Это точно, 100% ходили. А там некоторые, там учителя через госуслуги тоже проходили, перепись делали. Почти все 90% все доходили до дома. Там мало процентов через госуслуги. Все татары записали, конечно, национальность. Если татары. А если нет, вот в смешанных семьях как было? Если муж татарин, татарин, жена, если чувашка, чувашка. А дети? Дети татары. Дети татары, 100% уже дети татары. Смешанных семей в местных татарских селах практически нет. Молодежь в большинстве своем остается на селе, они становятся предпринимателями. Как, к примеру, Азат Пазюков. В семейном хозяйстве держит лошадей, быков, мясо обрабатывают в собственном цехе. Из конины и говядины делают колбасу и козылок. Продают по всей России. Так татарская молодежь закрепляется на малой родине. В основном вот в нашем селе занимаются животноводством. Поэтому никто не уходит отсюда. Все остаются здесь. Если есть животные, то они все равно найдут работу. Те, которые даже уезжают, они приедут все равно. Я так уверена в этом. Потому что в нашем селе очень много жителей. Родному языку обучают в детских садах и в школах. Уроки татарского языка в начальных и средних классах преподают не меньше 3 часов в неделю. Это касается и татаро-чувашских школ. Одна из них находится в деревне Полевые Бекшихи. Здесь, как мы увидели, дети между собой общаются на татарском. 11-классник Андрей Кириллов не скрывает, изучил татарский в школе, когда пришел сюда в 5 класс. Я изучил татарский, чтобы разговаривать со своими друзьями. В татарских селах сохраняются и язык, и традиции, поэтому здесь, увидев результаты переписи, мягко говоря, удивились. Заключаются браки, количество рождаемых, то есть 3-й, 4-й дети в семьях появляются. То есть мы, наоборот, ожидали прирост численности татар. Учитывая ситуацию, наверное, 2020 года, можно варианты какие-то рассматривать разные, но какие-то, мне кажется, просто технические моменты были, что не до всех дошли. Из 29 тысяч татар Чувашии 8 тысяч проживают в городах. В Чебоксарах, в Новочебоксарске и в Канаше татарский язык не изучают. Попытка организовать курсы в воскресной школе не увенчалась успехом. Желающих изучать родной язык не нашлось. В селах ситуация совершенно иная, и там ждали другие цифры переписи. Но много вопросов появилось к переписным листам. Есть опросной лист. Было, например, спросите у молодого человека, 18 лет, какая у тебя национальность. Ну, ты знаешь свой язык? Там же есть, а ты знаешь свой? Нет. Значит, ты русский, если ты не знаешь свой язык. И опрос так проходил, скорее всего, так. Мы не потеряли татар. Мы не потеряли, нас больше стало. Я уверяю вас, больше стало. Если по итогам переписи 2010 года в Чувашии не указали свою национальность 48 тысяч человек, то спустя 10 лет таких стало 112 тысяч. 5 тысяч из них могут быть татары. Радик Фархунов, Фаруза Мазитова, Адель Мендубаев, Чувашская республика.